действует пожарная служба в случае ЧС? Почему спасатели используют для тушения огня не воду, а пену? И насколько опасно несоблюдение правил безопасности, особенно вблизи легковоспламеняющихся предметов? Все это не на словах, а на деле школьникам демонстрируют сотрудники пожарно-спасательной части номер 6. Восторженные взгляды учащихся трудно не заметить. Огнеборцы предупреждают, столь эффектная, казалось бы, картина в реальной жизни может стать причиной человеческих жертв. В первую очередь надо звонить в пожарную охрану по номеру 01 для того, чтобы подразделение выехало и успело потушить вовремя. Не так, чтобы сами начали тушить и бывает уже приезжаем, уже неконтролируемое горение, что уже большинство дом бывает охвачен пожаром. Продолжая рассказывать ребятам о работе пожарной службы, спасатели демонстрируют свою технику: Урал, КамАЗ, ЗИЛ, Газель и новенький Патриот. На базе части несколько машин, которые огнеборцы применяют в различных ситуациях. Так называемая тяжелая артиллерия способна легко преодолевать возвышенности, неровности и впадины. В сельских поселениях Икажево, Сурхахи и Эль-Юрт такие машины как раз кстати. Каждая оснащена по последнему слову техники. Это у нас пожарное разветвление. Пожарное разветвление служит для того, чтобы, когда прокладывается магистральная линия это имеется от машины до вот этого разветвления, считается магистральная линия. Отсюда идет уже на тушение пожара рабочая линия. Чего только не скажешь о боевой форме пожарного. Надежная броня способна выдержать высокую температуру, защитить от стекол, шипов и токсичных веществ. Как надевать униформу и что входит в комплект одежды, школьникам рассказывают уже в помещении. Допустим, он 3 дня отдыхал дома, на 4-й сутки пришел на работу, он делает первую проверку. Это раз. При смене баллона после пожара, допустим, там ПТЗО он провел, да, пожарно-тактические занятия провел, он меняет баллон, проводит первую проверку. Сейчас мы сделаем рабочую проверку, и он включится. Такой урок от спасателей школьникам в радость. Каждый желающий смог не только воочию увидеть форму, но и примерить ее, попробовать себя в роли пожарного. Для кого-то эта возможность стала толчком к выбору будущей профессии. Было немного странно так дышать первый раз через этот баллон. Я до этого не задумывался, как стать там работать в МЧС. Но сейчас мне понравилось, все показали, как это трудная работа, опасная. Ну и хорошо спасать людей. День открытых дверей в пожарной части получился насыщенным и интересным. Ребята знакомились с работой спасателей, рассказали о правилах безопасности и даже мотивировали на выбор будущего. Кто знает, может, в числе этих учащихся будущий герой и огнеборец, который спасет не одну человеческую жизнь. Мадина Пугоева, Рамзан Миржоев, Новости 24.